Ассаламу алейкум. Приветствую всех, друзья. Аят Маша Войль. Солдат. Сегодня 14 февраля 2026 года. У нас очередной стрим, 198-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Сегодняшний наш стрим называется «Безопасность Европы и забытая война. От Мюнхена к Чеченской Республике Ичкерия». Об этом и многом другом мы поговорим сегодня на платформе Telegram, официальной страницы Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Кто хочет, может принять участие. И на YouTube-канале Reality и в TikTok. Пожалуйста, друзья, всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и не участвуйте. Вот, к сожалению, не участвуйте в нашей сегодняшней. Просто смотреть пока безопасно. Ну и, как обычно, сразу слово передаю сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, постоянному соведущему со мной этой передачи, Аяду Идигову. Аяд, Машуэля. Добрый вечер, дорогие друзья, всех, кто нас слушает. Мы продолжаем говорить о том, что происходит в мире, что происходит в Украине, война, которую развязала Россия против Украины, какая ситуация. И одновременно мы всегда думаем о том, какое место в этой ситуации занимает наша страна, которая оккупирована. Мы знаем, что наша страна признана еще в 1992 году, 13 марта, Грузией. Мы знаем, что наша страна признана 18 октября 2022 года оккупированной незаконно со стороны России, осужден геноцид чеченского народа. То, что происходит сейчас в мире, и эта война, которую развязала Россия, эта империя демонстрирует свою внутреннюю суть и положение, в котором она находится. Главным образом все это происходит потому, что система власти в этой новой так называемой империи, она настолько человеконенавистническая, она просто пытается сохранить, власть пытается себя сохранить, и ни о чем другом она не думает, как боится, что эта власть перейдет к народу. То есть народ в этой стране, Российской Федерации России, я имею в виду, конечно, не все народы, которые туда силой или обманом втянула Россия, РСФСР в 1992 году, 31 марта. Но я имею в виду и русское население тоже, которое не хотело бы быть под пятой этой империи. Но здесь, по большому счету, если говорить, у нас ситуация, которая сложилась в Чеченской Республике, она, конечно, была более драматична, чем в любой республике, если исключить сейчас Украину. И здесь мы можем говорить много, и здесь правильно сказано «забыта война». Забыта она потому, что на Чеченскую Республику, Ичкерия, которая создала свое государство, наш народ, на Чеченскую Республику Ичкерия Россия нападала 5 раз. То есть было 5 агрессий, начиная с 91-го, 92-го, 94-го, 95-й и 99-й. Вот эти агрессии совершались. 4 я повторяю это все, чтобы наши люди знали, 4 наш народ изгонял, так или иначе изгонял российские войска с нашей территории. А 5-я агрессия, когда у нас кончились, можно сказать, и людские ресурсы, и кончились все материалы, но это не означает, что дух чеченского народа, он сник, что мы прогнулись нисколько. Наоборот, дело состоялось в том, что в этот момент уже настолько изловчилась эта империя, она стравила наш народ на основе религиозной основы через эти ближневосточные разного рода религиозных деятелей. Они прибыли на нашу территорию, эти деятели, их гонцы, и начали, и потом они начали
к себе завозить тоже наших молодых людей для того, чтобы вот просвещать в религии. В итоге получилось, что оказывается, что чеченский народ – это те, кто верующие, а в основном у нас все старые или пожилые люди, это уже вера чеченская, стала вот эта мусульманская вера. Но здесь получилось так, что люди, которые нам это навязывали, говорили о том, что наши предки, вот, например, мой дед, мой прадед, мой отец и прапрапрадед, а мы знаем до седьмого, 15 поколений своих людей, мы знаем, кто есть кто, и чем они занимались, в принципе, по большому счету. Откуда мы, и все это мы знаем, хотя мы не знаем исторические вот эти вот события, которые произошли 200, 300, 500 лет назад. У нас все вырвали, как бы, значит, прям из рук, все сожгли, все, что у нас было. Теперь мы это все ищем в разных архивах Ближнего Востока, ну, во всех странах мира, где это можно достать. И сейчас наши историки, наши архивисты, они все это изучают, смотрят, и обнаруживается все, что что-то очень необычное из того, что нам вот преподносила Москва. И теперь вот то, что мы видим, почему вот так вот развалилась эта страна, почему это случилось, об этом мы много говорили. Если будут вопросы, мы будем на эти вопросы отвечать и сейчас. Мы знаем, почему она развалилась, потому что эта страна, эта империя не хотела передать власть, вот коротко говоря, не хотела, никак не хотела передавать власть народу. Ни в России, ни в других, вот, допустим, диктаторских режимах, которые мы знаем, там главная проблема в том, что они не хотят передать власть народу, чтобы каждый раз определенное там время, 5 или 4 года, чтобы после этого менялось руководство, и каждый раз что-то было новое. Если оно не новое, то, значит, может быть, и продолжит, но не более 2 сроков. Вот так вот в мире устроено, и это, наверное, наиболее справедливо, чем десятки лет, 20, 50, 60 лет будут сидеть там какие-то семьи или группы людей, которые вот так гнобить будет весь этот народ. И на этом наживаться, а потом бояться, что с ними будет совершена расправа. А это вот мы видели по всей исторической цепочке, начиная даже вот из арабских стран, которые имели очень большие такие запасы и очень хорошо, в смысле, помогали своим людям, пытались их как-то, значит, показать свою лояльность народу, но все равно они были тоже так же просто, вот были просто с ними расправа была народа, потому что это было связано с тем, что эти руководители, которые сидят во власти, они не считают людей, они считают их людьми второго сорта или каких-то там, значит, недостаточно развитыми людьми. А в Советском Союзе так, там тоже было так. Оно было точно так, и эта империя должна была а, теоретически по всем историческим событиям развалиться, но она не стала разваливаться, и искали повод, чтобы как-то ее сохранить, сделать из нее какую-то большую страну, которая могла бы как-то восстановиться и где-то какие-то вот послабления сделать. Они пытались вместе с Горбачевым это сделать, но окружение Горбачева, оно там испугалось, думая, что Горбачев один станет во главе, там, может быть, или это, и что он их потом всех уничтожит. Вот в этом была вся причина, и взамен Горбачева пришел, как мы видим, на части территории пришел этот Ельцин. И все, что они там говорили, все оказалось это, как говорится, разговоры такие вот, знаете, для дурачков, скажем, группа. Что вот мы хотим демократию, мы хотим, чтобы все было. Но они все это говорили, а в конечном итоге все, что было там в этой стране, раздали своему окружению, сделали их миллиардерами, миллионерами, и стало теперь в мире чем больше этих миллиардеров в России больше, чем в любой стране.
Ну, вот такая ситуация. Теперь, когда в конечном итоге эти страны, скажем, теперь Украина, вначале Чеченская республика, потом она стала Ичкерия, Чеченская республика, Ичкерия, потом на другие, Грузия, ну, Молдова. Везде вот они пытались вот так вот себе подчинить, войну вот эту развязывали. Каждый четвертый человек в Чеченской республике был убит. Это были мирные граждане. И вот так вот оно продолжается и сегодня вот в Украине. Они это сделали, захватили территорию Украины, восточные части некоторые, которых мы знаем, Крым захватили. И вот это вот продолжается. И сейчас, когда остальной мир пытается решить эту проблему, мы видим, что как складывается ситуация. Из истории мы тоже знаем, как это было, когда в Первую мировую войну, как это было во Вторую мировую войну. И теперь мы видим, что примерно вот такие вот дела разворачиваются даже в этой ситуации. Когда-то вот Америка и Европа, они были вместе, когда боролись против фашизма. Теперь получается, что и Америка, и Европа тоже как бы вместе, но у каждого, как говорится, свой карман ближе. Но в итоге Европа оказывается на, как говорится, передовой вместе с Украиной. И Европа видит, что ее положение может быть, значит, очень ослаблено, если Украину Россия захватит. Украине кто помогает, кроме европейских стран? Ну, мы считаем, что все эти страны, которые до сих пор были, когда во власти был президент Байден, они тоже помогали. И сейчас в какой-то той или иной сфере помогает, но все равно ситуация не так развивается, как хотелось бы нам. Недостаточно того или того для того, чтобы решать эти проблемы. Украинцы бегут, беженцы кругом Европе, бегут они в другие страны, пытаются как-то вот выжить. Но украинская армия бьется, украинская армия демонстрирует геройство практически, сталкивая, значит, с каждой их позиции российские войска. И вот сейчас вот вчера ночью и позавчера Россия засылает эти ракеты, эти дроны, уже сотни, более полусотен, то есть более 500, а то и 600 ракет, то есть дронов, ракеты десятками засылает, убивает людей, мирных людей. В Запорожье, вот я слышал, вот передавали, вообще полностью отключена вся сеть. И в других городах такая же ситуация практически. Вот что происходит. Что теперь делать? Как нам быть? И мы в этой ситуации, наши воины, наши добровольцы находятся в Украине и бьются там. Это наши люди, это чеченцы, это граждане нашей республики, которые понимают, что это война, что такое и как бороться, и как вот что делала эта Москва против нас, пугая все остальные народы. Вот она понапугала, и все считали, что Чеченская республика – это маленькая страна по территории, по численности населения. Ну, это может, действительно, это так. Наша страна не такая большая по территории, но я смею вас заверить, что в мире более 40 государств мира, члена Организации Объединенных Наций, по количеству населения и по количеству территорий или по площади территорий меньше, чем Чеченской Республики. Поэтому в этом смысле разговор о том, что вот она не имеет права, это нельзя делать, это все происки, то, что нам препятствует признать наше государство, это есть как раз-таки тот момент, когда Запад и другие страны где-то в какой-то степени сдавали наш народ и нашу республику, отказываясь от тех вот принципов, отказываясь от того международного права, которое принято в мире. Вот поэтому мы призываем, и сейчас мы видим, что ситуация совсем как-то вот, значит, обозначается, какая она есть на самом деле. К чему все это идет? Это может прийти еще худшему варианту, чем вот мы сейчас видим. Поэтому мы видим, что на самом-то деле ситуация сейчас
так обозначил, что Европа на себя берет и пытается взять на себя вот эти все обязательства, потому что а, Америка, я имею в виду Соединенные Штаты Америки и президент Трамп какую-то другую политику вот ведут. Они не очень-то пытаются помочь, по крайней мере, то, что мы видим. Хотя всегда они жалуются, что украинцы и другие вот Трампа ругают, Трампа ненавидят, про Трампа говорят то, а он делает то-то и то-то и то-то. Те, кто это говорят, они должны тоже понимать, что как бы там их ни ругали, раз если вы считаете, что это является вот такой ситуацией, ругать, неужели от того, что будут кто-то, люди ругать, допустим, простые люди в интернете или где-то в другом месте будут ругать президента Трампа, это должно как-то влиять на общую политику? Но руководство страны, сама Украина, ее конституция, ее, значит, положение отношений к другим странам мира – это демократическое государство, поэтому не надо на частные такие разговоры уходить. Почему? Все-таки я так полагаю, что это было бы лучше для тех, кто это говорит. В то же время я надеюсь, я, к примеру, свое мнение говорю, что Украина так или иначе выдержит этот натиск, и я уверен, что Украина победит. Никаким образом, ни по международному праву, ни по морали, ни по нравственности, по естественному праву никто не имеет права делать то, что сегодня делает Россия против этих стран. Вот я имею в виду нашу, и притом она готова после, если им удастся, еще напасть и на другие страны. Мы же с вами знаем это. Поэтому победа невозможна для того, чтобы она пришла и для России. Они не смогут это сделать, потому что если это поднимется, то мы помним, как это было у нас. Война, которая была у нас, вот, начиная с 91 года, скажем, почти до 2007-2008 года продолжалась, но перешла, значит, такую войну партизанскую вначале, потом эта война, наша борьба идет уже в зарубежье. Мы доказываем остальному миру, какая наша страна была, как мы ее создали, на каких принципах мы держимся. И все, что на нас навязывают постоянно, что мы фундаменталисты исламские, что мы там фанатики, все такое, это неправда. Еще в 1944 году, когда ссылали наш народ в Казахстан, то они предварительно туда всему населению в Казахстане говорили, что к вам едут людоеды, будьте осторожны. Почти 1 миллион человек они выслали нашего чеченцев, ингушей, и оттуда нас вернулось всего лишь только 600 тысяч через 13, то есть 400 тысяч через 13 лет. Представьте себе, почти 600 тысяч человек погибло, даже более того, потому что 100 тысяч, которые были население, вот, это было молодое поколение, выросло, и которые родились там. Поэтому здесь мы должны понимать, с чем мы имеем дело. А когда наши люди вернулись туда, снова на нашу территорию, так у нас, у чеченцев, отняли все. Во главе сидели только русские, во всех местах одни русские. Чеченцев не подпускали. Их дома с трудом проходило свои жилища, их отнимать. Они вообще обнаглели. Я, конечно, имею в виду не всех, но в целом ситуация была такая. То есть снова такая ситуация нам навязывалась. И сегодня что вот происходит в Украине, для нас, для чеченцев, чрезвычайно важно. Важно и то, чтобы мы в этом мире сейчас, то, что нам удалось сделать в 1991 году при развале Советского Союза, создать свое государство в рамках современного международного права, это величайшее достижение нашего народа в современном международном праве, действию в рамках современного международного права. Я хочу отметить одну вещь, которую вы все, наверное, знаете. Дело в том, что после принятия современного международного права в 48 году практически, и когда была создана Организация Объединенных Наций, потом были все эти принципы к нему, как воспринимались принцип международного права и другие положения. Вот после этого в мире все бывшие
все бывшие проблемы, которые были по всему миру, на всем земном шаре, они стали проблемами историческими. И после этого все вот эти вот ситуации, которые находились в такой ситуации, вот такая вот ситуация, которая была прошлая, говорить, поднимать эти вопросы не надо. Не надо не потому, что нам не хочется, а потому, что это усложнит наше положение. Ведь из-за нас, допустим, или из-за Украины, или других народов, эти вопросы по всему миру, которые были, возьмите всю Америку, возьмите Африку, возьмите Азию, ну, любой континент, те проблемы, которые были в прошлом, они как бы ушли в историческое прошлое. Хотя мы это хорошо помним. И сейчас, когда вот эта ситуация сложилась таким образом, что мы создали свое государство, и наше государство, и наша территория, которая была в те времена гораздо во много раз больше по территории, посмотрим исторические моменты, вот нас просто загнали, можно сказать, в горы, это Российская империя делала. И мы оказались в таком стиснутом положении, но мы боремся за свободу, потому что у нас никогда не было, в принципе, в историческом прошлом, у нас не было никогда ни князей, ни ханов, у нас был такой вот, знаете, демократический уклад жизни. Наш Мехкел, который был как парламент, он собирался от выборщиков на какое-то время и решали все вопросы, которые были в их устроены на этой территории нашей. Так что вот так вот складывалось, и мы сейчас, конечно, снова думаем о том, что же произойдет, где же будет вот это вот наше вот это место, когда вот сейчас в мире вот такие идут процессы, где же Чеченская республика? Я задаю часто нашим людям, которые находятся здесь на Западе, которые знаю, что делать нам, скажите. И многие молчат, я понимаю, они молчат, потому что они опасаются, что будет очень-очень плохо, если они где-то скажут. Некоторые люди там поехали, стараются дома что-то там сохранить, что-то, значит, восстановить. Но все равно, как бы то ни было, если мы не будем свободно решать свои вопросы на своей территории и не будем сохранять свой язык, свои традиции, не будем, значит, воспитывать свое население на нашем языке, в то же время дружно, значит, сосуществуя, скажем, с соседними народами и остальным народам мира. Вот наша задача. Я на этом сейчас остановлюсь. Аслан, давай, значит, вопросы, если будут, задавать. Спасибо. Да. Сегодня, как мы знаем, проходит уже который день конференция, Мюнхенская конференция по безопасности. И выступал Владимир Зеленский на это. Вы неоднократно об этом говорили, я об этом тоже. Ну, мы все это видим. Почему-то все говорят про пятидневную войну в Грузии, говорят про все остальное, но забывают про то, что случилось с чеченским народом. И вот Зеленский в своем выступлении, в одном из спичей по поводу Ирана заявил, что это то, ну я просто конец прочитаю, это то, что должно было случиться с аятоллами за все войны, что они начали. И с Путиным после войны, войн в Грузии, Сирии, оккупации Крыма. Почему вот у этих людей такая вот избирательная память? Почему они могут даже вспомнить про Молдову, про Приднестровье 92 года, тех же лиц, которые напали на Украину, они почему вот так игнорируют? В чем такая избирательность, скажем так? Но здесь это, я об этом говорил уже несколько раз, когда, видишь, когда выступают политики, блогеры, какие-то люди, которые в политическом плане здесь себя изображают большими знатоками, но в то же время являются моральными, скажем, ну так сказать громко, не хочу сказать, в моральном плане не на высшем уровне. Как это можно, если в рамках современного международного права мы создали свое государство, а это умалчивать? Это значит, если позволить им это делать, будьте уверены, что в будущем они
после этого пойдут и дальше. Они-то начали с нападения на нашу республику, и Конечно. если вы теперь сегодня ее задаете, даже устно, когда повторяете эти вопросы, о чем это говорит? Это говорит о том, что какая-то вот, значит, знаете, ситуация, которая оболгал нас народ, как будто бы нашу республику, мол, сдали. Также вот они могут сдавать и другие. То есть сейчас направление в том вопросе, который надо решать строго и говорить о том, откуда это началось и почему, они вот это не говорят. Но, собственно говоря, мы не говорим сейчас за Украину, за Грузию. Мы говорим о том, что эти страны признали фактически наше государство. Многие говорят, вот, а это не так, это не совсем. Это не совсем. Но надо понимать, что признание это есть то и тогда, когда это даже косвенное признание. Многие, значит, знатоки здесь мне начинают рассказывать о том, что вот если вот так. Так, чтобы такое развитое признание было, это нам нужно с ними установить, с этими странами контакты, нам нужно, значит, экономические, политические или другие вопросы, значит, обозначать. А вот для начала, для начального стадия форм признания, оно есть, и для нас есть основа для того, чтобы мы могли дальше работать. Поэтому мы благодарны украинскому народу, благодарны и Грузии, благодарны всем тем, кто об этом говорит и повторяет. Поэтому сейчас, конечно, когда я встречаю некоторых политиков, которые были в прошлом, и они знают нашу позицию, и они как-то вот тоже боятся сказать об этом. В чем же причина? Мы должны задуматься об этом. Главным образом это связано с тем, что эти, скажем, эти политики, так новобранцы, скажем, эти политики, некоторые из них, они себя ведут так, потому что они об этом, может, и не знают. Вот прошло столько-то, мол, лет, это забыто. Это не забыто. Мы живем в современном мире, в современном международном праве, поэтому я и подчеркнул в самом начале, что это было. Поэтому, когда вот говорят, вот есть другие страны, которые вышли из Советского Союза, какие это страны? Мы знаем, да, их, сколько их было. Так вот эти страны тоже, фактически они, понимая свое положение, они крупятся в этом деле. Вот посмотрите, война против нас шла. Какая страна нас защищала из бывшего Советского Союза, которые вышли? Никакая. Кроме тех, народы этих стран нас защищали. Были, конечно, значит, и которые нам отдельно помогали. Это была и Грузия, Азербайджан. Ну и, значит, и Турции тоже нам шла помощь. Но шла только лишь от помощь гуманитарная, которая собиралась. Но это был мизер, собственно говоря. Но признания никто не делали. Я помню, к нам приехали еще в войну, в 95-м году приехали гонцы из Ирана и говорили, что мы готовы вам помочь, но секретно. Понимаете, секретно. А это что означало? Они могли нам где-то помочь, где-то нашу информацию знать и передать нашему врагу. Как можно было секретно нам помочь? Тайно, мол, нам поможем. И тогда наш президент заявил им, нам секретно ваша помощь нужна. Если будете нас признавать и будете с нами работать и поддерживать открыто, то вы будете честными, вы будете действительно в религиозном плане вот такие вот честные и порядочные люди. А то, что вы крутите, это не соответствует нашей морали. Так что вот такие вот вещи происходят и сейчас. Те, которые сегодня говорят, что Чеченская республика Ичкерия, что она, мол, вот есть часть России, запомните, этот день придет и к вам. Это идет, потому что этот агрессор, он, если ему дать вот такую поблажку, даже такую малую, с вашей точки зрения, это означает, что он завтра развернется и к вам, и потом и вам придется. И мы сегодня видим, что это такое. Наш президент первый говорил, что если, вот, допустим, Запад говорит, что Чечения это является внутренним делом России, на каком основании, ну-ка скажите, к примеру, он имел в виду это. Никто ему не отвечал, но он продолжал. Если так вы сегодня говорите, завтра придет день, когда ваши страны, Европа и другие страны могут стать внутренним делом России. И мы сегодня это видим то же самое.
То есть я призываю этих людей, этих политиков не заниматься вот этим таким вот, ну, унизительными такими вот вбросами, унизительными такими ужимками, которые в конце концов говорят об их внутреннем состоянии, о их смелости или о их вообще понятии этой политики. Она должна, как говорится, если оно есть, оно должно быть для всех, это международное право. А если его нету, тогда нечего говорить об этом. То есть все идет к тому, видимо, что в этом, если так будет все расходиться, то что сейчас есть в мире, оно может в конечном итоге оказаться несовершенным и потом может проиграть диктаторским режимам, которые сегодня против этих демократических стран практически воюют. Вот что я думаю, Аслан. Баркалая, Дересваль. Аят. Иран, вот вы про Иран сейчас сказали, Иран хотел, видимо, использовать, да, получается, и, наверное, против Израиля, против Соединенных Штатов, они их считают самыми своими главными врагами. С этой целью, наверное, они хотели, да, как вы считаете? Но какой цели нет, но так вот говорить, что мы вам тихо поможем, тайно поможем, это не то. Это совершенно, ну, такое безнравственное такое. Если приехали представители власти, они не должны были такие вещи говорить. Конечно, они имели в виду, они были, какие-то контакты имели с Россией, и в то же время, может быть, они хотели, имели бы возможность тогда знать все наши планы или что-то такое. Короче, это было совершенно непонятно, и такая помощь нам, собственно, не нужна была. Не то, что не нужна была, а вот в такой форме помощь не нужна была. Да, анонимная Да. помощь. Ясно. Спасибо. Друзья, я задал вопрос у нас в чате. Вопрос непризнания оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Главная причина, почему Европа готовится к войне с Россией. Да, ответили 25%, нет, ответили 75%. Я полагаю, многие это наши российские хейтеры, которые сюда заходят. Но голосуйте, друзья, принимайте участие в голосовании, голосуйте. Я вот опубликовал у себя в Facebook два документа, которые вы публиковали. Я взял его. Один это документ о том, что Ахмед Закаев подписывается в 2004 году, еще в 2004, 16 апреля, он подписывается как премьер-министр чеченского правительства, спецпредставитель президента Чеченской Республики Ичкерия, он пишет. А во втором документе указ номер 628 от 29 июля, то есть, грубо говоря, наверное, через 3 месяца после этого, 2004 года, президент Масхадов указывает на искажение должности министра культуры, информации и печати Закаева на первый вице-премьер, премьер-министр, представитель президента на зарубежных странах, объявляет ему строгий выговор и освобождает от должности руководителя ГИА «Чечен Пресс», а также поручает возобновить уголовное дело по факту подлога и освободить от занимаемой должности руководителя ГИА «Чечен Пресс». Стоит отметить, что самозванец и пророссийский деятель Ахмед Закаев по-прежнему незаконно контролирует государственный сайт «Чечен Пресс». Скажите, как так получилось, что наш государственный сайт оказался у вот этого человека под контролем? И почему с 2004 года, если человек так уже нагло уже себя представлял премьер-министром, фактически президентом при живом Масхадове, при президенте живом, почему вот наше руководство, наша власть вот это все терпело, смотрело сквозь пальцы? С чем это было связано? Не отстранить такая, отстранить, да. Здесь вот говорить об этих людях, которые фактически предали те чаяния и те решения, которые принял наш народ в 90-м году на общенациональном съезде, а потом принял Конституцию нашего государства, которую отошли от этого, которые выступали против, значит,
того, что заявляло все наше правительство и весь наш народ. И мы боролись за то тогда, за то, чтобы изгнать оккупанта, изгоняли их. И когда в 96 году был изгнан этот оккупант, они тогда заявляли, что мы не требуем признания нашего государства как независимого государства. Этого было достаточно для всего этого, это было понятно. Но хочу сказать, что тогда как-то вот на волне вот этой эйфории, что российские войска вывели и всё такое. А здесь подспудно некоторые деятели вот такую вот вели политику. Это была не политика, это была продажная линия, которая, конечно, была во вред нашего народа. И если бы сейчас вот вернуться в те времена, мы бы иначе смотрели на все. Тогда мы были, как говорится, очень далеки от тех вот этих вот нюансов, скажем, в кавычках, которые выстраивает политика Кремля. Вот посмотрите, как они это делают сегодня против Украины. Сколько этих переговоров, что там, то там, то там встречается, то там встречаемся, то там мы готовы. И снова вот это все вот крутят, вертят и никогда не хотят согласиться с тем, кроме того, что они думают сохранить себя. Вот их задача. Тогда мы это не совсем понимали, и почему они это вот делают, и почему вот этот человек, который ты сейчас называешь, такая его команда, конечно, это группа когда-то при жизни Масхадова они это творили тогда. И не случайно вот этот указ он выдал в 2004 году. А уже в следующем году Масхадов у нас погиб, и это дело как бы спустили на тормоза, начались какие-то движения в другую сторону. Потом и даже в этом споре потом и другие вопросы подымали. То есть как бы, значит, все вот это, в тень унесло это все. И здесь, щас говорят, почему наша власть и так. Здесь получился такой вот тогда, момент, когда можно было сказать, что они уже потом начали заявлять, что и действующий президент после этого, который стал, а, Абдулхамид Садулаев, Садулаев. Садулаев, а затем и этот, Доктор Умаров. Умаров, док Умаров, так. Вот и даже с ним потом начали противодействовать, когда их приглашали приехать домой назад и начать там воевать или приходить сюда, говорил даже Масхадов сам приглашал: "Давайте возвращайтесь". Но ничего здесь не изменялось, они здесь засели, как раз говорится, и этот государственный сайт, потому что это был сайт, как сказать, это он был министр культуры по информации и так дальше как-то называлось. И Печати. этот сайт, чеченский, да. И этот сайт был, как бы у него в руках. Он как раз, используя этот сайт, вот эти все постановления, все выдавал. Любые законы и любые постановления, пропускал какие-то там незаконные постановления. И всегда вот это же было, как бы, значит, основа заложена, да. И затем, они начали вот то, что, да, при жизни Масхада было, а потом далее, после того, как он, погиб, после этого, что случилось, мы тоже видели. Вот эти вещи, вот эти вот, ходы, они открыто говорили о том, что происходит. И когда еще в 2007 году, как Садулаев погиб, пришел, президентом стал док Умаров, он еще не успел ничего совершить. Это событие, которое там они раскручивали еще при жизни Садулаева, так, Масхада, то есть док Умар к этому еще не имел отношения. И они тогда еще вот этот вопрос поднимали о религиозном составляющем, говорили, это все вот так вот пойдет. Но дело было в том, что это невозможно было сделать, это было против правил. Но было по желанию религиозных деятелей или по желанию нашего врага. В этой ситуации мы не могли вот это делать, нам пытались навязать, но и сам Садулаев тоже это делал не в том, что сегодня я делаю. Мы это сделаем, какую-то почву подготавливали. Они, значит, взяли какую-то реорганизацию, пытались сделать. Но это у них, собственно говоря, не проходило.
с точки зрения нашей Конституции, в котором сказано, что те решения, которые принимаются любыми должностными лицами или органами, противоречат основе нашей Конституции, нашего государства, не имеют юридической силы, не применяются судом и не обязывают граждан. То есть это все то, что мы можем просто вот взять и скинуть. Нам нужно вот людям, нашим гражданам объединиться под тем вот началом, которое было тогда вот нашим вопрос народом заложено. Мы говорим, Барт нужно там единство, единство. Но давайте послушаем, это единство, это решение было принято 25 ноября 90-го года всем нашим народом, всеми представителями, которые со всего света съехались. И они приняли решение, что вот так будет. Создаем свое государство, значит, и оно будет в рамках современного международного права, демократическое, и Конституция была соответствующе принята. Теперь вот говорить о том, что мы здесь разные там будем какие-то на Западе или там где-то в других разные общества глядь, нам Берт нужен, нам нужно единство, единство, твердят все. Но, дорогие мои, о каком единстве мы говорим, если это единство противоречит общему единству и общему согласию, которое принял наш народ? На эту линию надо смотреть, на эту линию надо, значит, ориентироваться и искать соответствие с нашей Конституцией и соответствие нашей перспективы, которая может быть здесь реализована. Нам необходимо признание нашего государства западным и другим странам мира. Только после этого у нас будет основа сейчас, хотя она у нас и есть, но ее нужно приумножить, потому что Россия и наши враги настолько попытались оболгать наш народ во всем. И в то же время они, вот некоторые наши утверждают, вот люди, вот они же собрались же там где-то здесь в разных европейских странах собирается, там вот эти выражения, нафиг нам нужна была независимость, или тоже сказать, вот нам не нужно было, мы не должны были создавать свое государство, надо было спрашивать это у России, причем тут Россия, когда Россия тогда сама исчезла. Вот эти все вот эти разговоры, и потом вот эти документы, которые они не имеют на то права, принимали и распространяли по всему миру, по всем международным организациям. Во все страны распространяли лживые, незаконные документы, и на этой основе сегодня большей части вот эти люди, которые мы сейчас говорим, тоже на это ориентируются. Понимаете? И поэтому наша задача всем, вот Арах, Борч, все, которые болеют за наш народ, должны это опровергнуть и сказать, что это было не так, что это клевета. Это клевета в угоду империи. Если она в угоду империи, наши друзья должны это понимать. И мы сейчас над этим пытаемся работать, и мы эту работу делали, выполнили, колоссальная работа выполнена. Все основания, которые вот говорят, что это не так, и правовой точки зрения, и по факту, они все есть. Сейчас вот нам нужно, вот нашим друзьям, и нам нужно над этой ситуацией работать более плотнее, более открыто, не стесняясь ничего. Другого не будет. Здесь вот все вот эти отщепенцы, которые были у нас тогда еще в те годы, когда мы свое создавали государство и были засланцами, сегодня они здесь по Европе и другим местам здесь шастают, извините меня за выражение, ничего не знача из себя и ничего не понимая, о чем говорят, но выполняет заказ этого Кремля. А если он выполняет заказ Кремля, как он может быть вот принят в других странах? Как он может быть, я, конечно, не говорю, что он принят так, на каком-то уровне надо следить, кто есть кто. Мы все это выкладываем, мы все это говорим, и над этим мы работаем. Аслан. Баркалай. Аят, вот я когда опубликовал вот этот текст, Да. у меня под этим текстом написал Висади Нагаев. Вы его тоже знаете. Наш, я полагаю, наш ветеран. И вот он написал такой комментарий. Я бы его зачитал бы, с вашего позволения. Давай. Самое интересное в поступке артиста, что так называемые указы от президента Масхадова, в частности, о его назначении на должность премьер-министра, были изготовлены непосредственно в Кремле
администрации президента Российской Федерации, пишет он. На что я удивился и говорю, это как, можно это как-то подтвердить? И вот Висади пишет, это отрывок из моей книги, которую я еще не издал. Ну, он уже, видимо, пишет книгу. Я живой свидетель этому, говорит Висади. Я лично держал в руках 2 поддельных указа, якобы от имени Аслана Масхадова, напечатанные на его же президентском бланке и с его же поддельной подписью во время отправки факса из Кремля ближе к весне, по-моему, в марте 2004 года. В тот момент я находился в офисе Чечен Пресс в Тбилиси. Руководитель офиса Марьям в тот день попросила меня прийти и посмотреть рабочий компьютер, так как он у нее зависал. Пока я чинил компьютер, а затем отошел, я сел на диван в 2 метрах от рабочего места. Довольная Марьям, что компьютер снова начал работать без проблем, села за рабочий стол. В этот момент раздался телефонный звонок. Она поговорила коротко, голос звонившего был услышан, и я его, конечно, узнал. Я спросил, кто звонил. «Шеф из Лондона», — ответила она. Я задал контрольный вопрос. «Ахмед, что ли?» «Да», — ответила она. «И что он хочет?» «Просит, чтобы я опубликовала пару постановлений от имени Масхадова». Я продолжил смотреть в телефон и отвечать на СМС. Через максимум 5 минут после разговора Закаева со своей подчиненной факс автоматически начал шуметь и принимать отправку. Я сразу подошел к факсу и взял в руки первую страницу, затем вторую. Это были 2 указа на президентском бланке за подписью Аслана Масхадова в момент их отправки. По привычке я взглянул на номер отправителя. Вверху листа числился московский номер +7 495. Я был удивлен. Как так? Этого не может быть. Я спросил у Марьям, это же отправлено из Москвы. Как может быть, что указы нашего президента отправляют к нам из Москвы? Марьям наклонила голову и сказала, «Хайрук доцек цедуич от ихинс». Ну, не говори, если перевести, не говори то, что тебя не касается, типа. Да. Я же тебе говорила несколько раз, чурвали, молил, береги себя. Не все такие чистые, как ты, и не все так, как ты думаешь. Я был настолько встревожен и сметен, что даже начал подозревать в этих указах моего многоуважаемого президента, будто все происходило с его участием. Я взял номер факса отправителя и пробил его через Яндекс.ру. Поисковик выдал «Администрация президента Российской Федерации». Я попрощался и ушел, не зная, куда меня несут ноги. Спустя некоторое время, через несколько месяцев, Марьям снова позвонила, как обычно при необходимости, и попросила помочь ей перейти границу Грузии и Азербайджана, так как тогда чеченцев не пропускали с начала Второй русско-чеченской войны. Я спросил, что случилось. Она ответила, что возникли проблемы, офис нужно закрывать, и она переезжает в Баку. Сначала я подумал, что проблемы возникли с властями Тбилиси и предложил попробовать их уладить. Она сказала, нет, проблемы из-за тех указов, которые ты получил по факсу в офисе. По телефону я не могу все говорить, при встрече расскажу. Слушай, может, ты поможешь мне продать мой телевизор, потом деньги пришлешь мне, а то жалко все оставлять тут. Как и обещал, я договорился с пограничниками, провел ее через обе границы и отправил в Баку. Как всегда, грузинскими пограничниками не приходилось ничего платить, они относились к нам с особым уважением. А вот азербайджанские пограничники, к сожалению, без денег на Красном мосту тогда чеченцев не пропускали. И когда вот он написал вот этот текст, я вспомнил, что в 2021 году, буквально за несколько месяцев до начала широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину, как человек из правительства, так называемого, Ахмеда Закаева, вербовал меня на работу на российскую разведку против Украины. И несмотря, это тоже для меня был шок, конечно, несмотря на это, сейчас он туда летает, и Украина абсолютно этому не препятствует. Вот такой вот интересный получился рассказ от Висади. Большое ему спасибо, это ценно. И я попросил, пользуясь сейчас случаем, хочу обратиться ко всем нашим людям, ветеранам, участникам. Сейчас есть искусственный интеллект, есть видео, вы можете все записывать, и все ваши вот эти свидетельства, все, что вы видели, вы живые носители. Это не ваша информация, это наша информация, нашего народа информация. Да, некоторая информация чувствительная, небезопасная, ее пока публиковать не надо, но
вы обязаны сохранить это. Это ваш долг перед народом, перед Богом, перед всеми нами, перед всеми теми, кто погиб у нас. Вот такая вот, интересная беседа у меня получилась. Я понял, я понял. Здесь вопрос такой, что сейчас, по-моему, это вопрос давно ясный. Допустим, не только вот по этим вот фактам, которые ты говоришь. Это ясно, это можно заглянуть в те документы, которые они публиковали, которые они приняли, скажем, в Швейцарии, Лихтенштейне, Копенгагене, и потом, которые принимали вот эту концепцию об условной независимости, этот Ахмада Велес тоже. Это все документы и все вот принятые им документы говорят о том, что нашего государства нет. Представьте себе, когда вот мне пришлось с моим товарищем и другими приехать сюда, мы обнаружили, что люди, которые внизу от нас якобы работали, представляя из себя от нашей линии, то есть какие-то документы подделали, говорили, что мы представитель, такое было и в Польше, и в других местах они себя выставляли таковыми. И мы обнаружили здесь, что те люди, которые сюда приехали, они работали, практически работали против нашего государства. И вот эти документы, которые они выпускали, которые я назвал, это часть только основных документов, согласно их видно, что эти люди, выступая от нашего государства, им нашего государства, выступая и пользуясь государственным сайтом, пользуясь то, что происходила военная ситуация, люди гибли, президенты гибли, значит, один за другим умирали. И в этой суматохе они вот эту ситуацию как бы, значит, подводили и в мире говорили, что мы являемся частью России, и что мы не являемся, что наше государство нет. В конечном итоге мы видим, что как эти люди собирались с разными там деятелями, которые здесь есть, скажем, в Европе и в других странах, и вместе как будто бы и с теми вот народами и республик, которые в 92 году, 31 марта незаконно втащил, как говорится, незаконно ввел в состав, скажем, России, Федерации России, не так ее назвали, эти-то народы, они не успели сделать, они не дали им стать и восстановиться как государство тогда. А вот Чеченская республика, которая это сделала, все атрибуты, все провела, и вот наши вот эти деятели себя пытаются, наше государство опустить до уровня того, значит, уровень 91 года, когда вот это случилось, как будто мы так же, как и другие эти страны, эти народы и их республики были как будто втянуты в состав России. Нет, мы не были втянуты, мы не были в состав России, мы не подписывали федеральный договор, мы создали свое государство. Вот они об этом не говорят, и эту ложь они выставляют. Эту ложь, и потом здесь на Западе, как будто они идут и вместе с другими, с теми, вот, скажем, представителями разных народов, представителей, которые есть за зарубежье, они с ними подписывают какие-то документы о развале России. Я не против, чтобы они подписывали о развале России, но зачем это подписывать от имени нашего народа? Мы же не являемся частью России. О развале России не подписывает же Грузия, ни Азербайджан, скажем, ни Молдова, ни Украина. А почему мы, создавшие свое государство, идем это подписывать? И это подписи делал, мы видели по телевизору, это делает Закаев и его компания. Как это понять? Вот недавно я читал, здесь выступает Закаев и говорит, что где-то он какой-то доклад делал, там не знаю где, и говорит, что мы боремся за, значит, как он было там, за свободу нашего государства и за ее создание суверенного государства мы боремся. И за освобождение, и за свободу его народа. Так он говорит. Из этого, вот, из его логики, которую он говорил, можно было сделать можно вывод, что, оказывается, у нас своего государства не было, он борется за это.
То есть они возвращают нас в тот период 90-го года, как будто мы там еще находимся. Он не говорит о том, что мы вышли и создали свое государство и Советский Союз, не говорит. Хотя потом он уже там потом говорит эти вещи, видимо, где-то он сляпал это все, он практически не понимает, о чем говорит, все перепутывает, вот эти вещи делает. А в то же время наша вот ситуация, вот нашего президиум правительства, легитимной части нашего народа, усеченной форме, да. У нас нет таких возможностей, к сожалению. У нас нет таких вот, скажем, финансовых, других возможностей. Но у нас есть основа, рычаг и вот этот вот ключ о нашей государственности, легитимной власти находится в руках этих людей, а не этих самозванцев. И это должны знать все наши люди. И когда там сменится власть, то передача правоприемства нашего государства будет передана нашими людьми, которые сегодня на этих позициях находятся, которые являются представителями нашего народа, избранными нашим народом еще в очередных выборах в 1997 году. Поэтому вот эти вещи вот так вот раскручиваются, Слан. Я вот решил так ответить тебе на твой вопрос. Да, спасибо, Аят. Я бы хотел бы немножко переместиться южнее Кавказа и поговорить об Армении и Азербайджане. Как известно, мы в прошлый раз об этом обсуждали, может, сейчас более информация появилась. Прилетел Джиди Венс в Армению, 9 миллиардов пообещал, там дроны, ну, короче говоря, готовится Армения к войне, я так понимаю, дроны, деньги, все остальное. То же самое произошло с Азербайджаном, полетел туда, тоже очень много приятных, лестных слов. И там видно, что Америка очень заинтересована Южным Кавказом. Как вы считаете, Аят, это подготовка к войне против Ирана, и во что это может вылиться, снова задаю этот вопрос, для нас, для Чеченской Республики Ичкерия? Ну, здесь понятно, вот эта ситуация, которая мы, по-моему, говорили с тобой уже. Дело в том, что Америка и Запад, в принципе, Америка, а, она, вот этот шелковый путь, который Китай тянет, скажем, от себя через среднеазиатские республики, через Каспий, и на этом уровне Трамп и, скажем, Армения и Азербайджан там вот препятствовать решили взять это в свои руки. До туда может дойти, скажем, Китай, а дальше нет. Дальше он может, но под контролем уже этих сил. Поэтому им вот это вот все как бы воздается, и в перспективе им обещает, скорее всего, что все будет хорошо, в перспективе будем нормально все устраивать, и они берут себе под контроль эту территорию, собственно говоря. Вот я так понимаю это. Это я понимаю из того, что говорят разные политики. Это по логике все понятно, что он приехал туда и туда был, и там был. Но в Грузию он не заехал, правда. Ну, вот такая ситуация. Собственно, складывается, я думаю, именно в этом направлении. Это очевидно, вот то, что вот оттуда вот приехал, и они туда ездили, договаривались. Теперь они, видимо, это хотят, как говорится, превратить в жизнь. И здесь вот Китай, который стремительно развивается, допустим так, который ведет вот эти экономические прорывы и в Азии, Южной Азии, в Африке тоже так, ну и, конечно, Южной Америке, этому противодействию. И часть из этой общей политики американской, и здесь вот как бы значит, становятся против этого. С этой точки зрения, эта борьба против этих диктаторских режимов, она может быть и оправдана. И для нас, вот если там близко будут эти войска и американцы, в этом плане показательно, что нам необходимо также там освободить свою территорию и здесь вот не поддаваться вот этим всем вот этим пропагандистским ущемлениям. Может быть, вот эта ситуация как-то вот сейчас мы видим, что
Путин и его команда, они сейчас в напряжении находятся. Они не понимают, что происходит, что делает Трамп. С одной стороны, с другой стороны, они говорят, ему нельзя верить. Другие говорят, что Путин говорит, что Си – это мой друг ближайший, я ему верю. Короче, это игра, которая выдается только, как говорится, на гора, а то, что они внутри там вот затевают, это можно Мгм. только догадываться. И думаю, что вот то, что я тебе сказал по поводу вот этой, скажем, ситуации с Арменией, с Азербайджаном, это Мгм. может только вывести из этого округа, может вывести Россию. И в то же время здесь ключом к развязке является, конечно, и Чеченская республика, Ичкерия, которая оккупирована сегодня. Поэтому Мгм. этот вопрос мы должны поднять и думать о том, как решить и свой вопрос в этом ключе. Потому что ни в коем случае мы не можем согласиться с тем, что это империя, которая сегодня вот так вот гнобит весь свой народ и остальные народы, которые они втащили сюда. И теперь наш народ насадили нам там своих марионеток, и вот так вот пытаются и дальше жить. Но это не будет, я так уверен, наступит время, когда все это изменится. Слав? Да. Нашей стране, чем это грозит, если вот война в Иране начнется, это беженцы, террор, нас пошлют на войну. Как вы это видите? Ну, я не думаю, что там начнется особо в ближайшее время ситуация вот по этой ситуации. Ведь Китай это позволительно это было. Китай идет и шел, да, а теперь это сделали, скажем, Мгм. Азербайджан и Армения. Они нашли там вот этот союз между собой, и дальше это пойдет через Турцию и дальше. То есть вот до сюда, то есть вот это здесь экономическая такая война идет, противодействие. Она выльется, она, скажем, полномасштабную войну или нет, это покажет время. Но Америка туда подтягивает все свои, там, как говорится, возможные необходимые войска, там и эти Авианосцы, всё. корабли там и другое, мы об этом уже знаем, так? Но это может быть как бы, значит, давление, не обязательно стрелять. Если давление подошло, то, значит, я не думаю, что Иран здесь может как-то внутренне измениться. Вот это может быть, потому что могут там изменить внутреннее состояние, может быть, там, значит, вот этот религиозный режим, который вот так держит под пятой у себя все население, там 80-100 миллионов человек, может это измениться. Вот что я думаю. А до нас, собственно говоря, это только перспективы можем говорить. К нам как они могут прийти? К нам они не придут. Может быть, как ты говоришь, начнут, что ты имеешь в виду, что Россия может туда послать свои войска. Я Ну, сомневаюсь, что они или пошлют. под чужим флагом, например, А? под чужим флагом, под фальшивым флагом, когда они это под видом исламистов, там каких-то радикальные там кадыровцы, радикальные там дагестанцы пойдут туда что-то делать против Ну, Армении, не знаю, Азербайджана. здесь как говорит, это все же надо делать через Азербайджан и Грузию, так? Вот Или именно они против будут них я это имею в виду. Через Каспий посылать. Ну, там ходы есть, собственно говоря, но я не думаю, что Россия вяжется туда. Чего же она не вязалась в Сирию, чего же она не вязалась в Венесуэлу, а туда она не вяжется, я так думаю. И Я притом имею в виду, много нет, вы меня не поняли. Я имею в виду не самом Иран, а вот тех вот, например, Армении сейчас дроны 9 миллиардов, Азербайджан такая же ситуация. Против них вот сейчас готовится там лезгинов тоже подначивают, чтобы они против азербайджанцев выступили. Нас могут против армян направить, потому что большая часть армян на самом деле в поколениях, они пророссийские, в поколениях просто. И эта ну, агентура, это вот эти люди, они останутся. И вместе с этими армянами, вместе с этими кадыровцами можно делать что-то против новых армян, проевропейски настроенных армян. ну, Террор, ты убийства. здесь ну, я, в принципе, я многих армян знаю, я знаком с многими, так, и они, по большому счету, хотя там постоянно эти марионетки, которые сидят в Москве или в других местах, выступают там, Мгм. вот, то, все, там, говорят, там, вот.
Мигранян, это известно. Там еще другие, которые говорили Ельцину, надо, говорит, побольше чеченцев поубивать. Я знаю армяне, которые наши друзья, Есть, которые да. не так думают, очень много знаю, поэтому они не любят тех, вот эти, которые сидят в Москве и которые в самой Армении, это можно развести какую-то черту между ними. Поэтому здесь сейчас говорить, что это так, может быть, теоретически возможно, Москва может какие-то там делать, но там ловить, по-моему, в Москве уже нечего, собственно говоря, нечего. Потому что там вот это все окружено со всех сторон уже, получается. Туда пошла, это Америка подошла, там Израиль, там и с юга они идут, то есть со всех сторон. Что если Китай туда тоже свои войска вводит, какие-то там вводит там большие грузные самолеты, что-то мы бы говорили, да, что-то они делают. Но вряд ли, там же мы видим, что там само население в этом Иране, оно вот бушует. Оно Да-да. бушует против власти этой. Да, И они верующие, но они не хотят постоянно под этим фанатиками сидеть. Вот в чём вопрос. конечно. Вот Вообще. о чем я говорю. Ясно. Друзья, мы уже больше часа в эфире, и вопросов, в принципе, больше нет. Подведу итог голосования. Конечно, я не согласен с этим голосованием. Ну, как говорится, демократия, она такая. Признание оккупации Ичкерия – главная причина, почему Европа готовится к войне с Россией. Вопросительный знак. Да, 30%, нет, 70% ответили. Завершаю сегодняшний опрос. Спасибо вам, друзья, за участие в нашем сегодняшнем опросе. Спасибо вам огромное. Большое благодарность. Спасибо всем, кто нас слушал. Удачи и вперед. Да, До свидания, друзья.